привет! Заехал ко мне вот такой красавчик со спойлером. У нас Prius 30-очка. В общем, будем чистить ему EGR. Человек купил уже пробег 160 тысяч, получается. Он его взял где-то примерно на пробеге 120. Ну, EGR уже грязненький, надо обслужить было. Говорит, есть масло, ну, типа масло кидает вот сюда вот. Вот, и в принципе еще надо ему немножко взбодрить батареечку. Батарейка у него середочка просажена, бока у него сильные. Вот, мы будем ее балансировать и чистить контакт. Вот такая вот машина получится у нас. То есть продлим срок службы батарейки, заодно узнаем ее емкость, подключу к нашим приборам емкостимеру, и он у нас выявит, сколько процентов у него в элементах остаточно. Ну и в принципе, что с батарейкой, полная картина будет понятна. Вот, обслуживайте приусы. На приусах надо много чего обслуживать. Ну, как много чего. EGR первым делом надо обслуживать и менять все жидкости, чтобы все были свежие. Хорошее масло надо лить в двигатель. Сейчас мы по маслам будем возить TCL, Автобакс, такие масла хорошие. Как, в общем, будем нормальное масло заливать, нормально за жидкостями следить вашими. Вот здесь вот жидкость тормозная, надо ее тоже по идее менять очень часто, потому что из-за этого выходят бустера. Почти что 90% всех приусов жидкость тормозная в этом бачке запущена. То есть она уже имеет цвет желтый, такой темный. У некоторых она черная там уже, поэтому надо ее всегда за ней следить, менять. Меняется она путем выкачки старой жидкости, заливки свежей жидкости, и плюс надо прокачивать всю систему. То есть открывается штуцер заднего контура и начинает качать насос. Насос продавливает всю жидкость туда до конца, и стоишь, ждешь, пока не пойдет чистая жидкость с заднего контура. Как только с заднего контура пошла жидкость, значит во всем контуре она обновилась практически. Вот так этот процесс происходит. Делается все можно с помощью программки TouchStream делать, либо просто, ну так сказать, опытный мастер это без проблем сделает. Вот. В принципе, больше тут ухаживать ничего. За частотой подкапотки, за жидкостями следим. Этот автомобиль будет жить очень долго и счастливо. Вот так вот. Немножко экскурс ввел по приусам, по гибридным Тойотам. Так, сейчас продуем все от пыли. Всегда делаю такую процедуру. От пыли всегда продувать надо. Вот эта вся грязь потом полетит все. Коллектор тем более будет откручиваться. Сейчас все прочистим. Так, снял я систему EGR. В общем, смотрим состояние впускного коллектора. Пробег 160 тысяч. В принципе, здесь он не сильно грязный. Сам коллектор, я бы сказал, вообще не толком не грязный, но я его уже для профилактики помою все равно. А вот клапанишка-то у нас очень сильно забитый. Вот она, вся эта грязь. Не знаю, как показать. Вот сейчас вот так вот подсветку включу, и вот он совсем не работает, он зашлакованный. Сейчас буду разбирать вот эту часть и вот эту часть. Там тоже буду все это дело промывать. Вот такое вот состояние EGR на 160 тысяч километров пробега. Но я думаю, что его где-то обслуживали все равно в промежуточном интервале. Вот. Может быть, на 60 первых тысячах или на 80 его мыли. В Владивостоке, может быть, мыли. Ну, как бы видно, что в принципе намного хуже машинки приезжают. Ну, клапан забитый, а вот холодильник
И впускной коллектор явно чистился. Потому что прокладочка вот эта вот, она свеженькая стоит. Его либо меняли, либо что. Ну, короче, прокладка здесь идеально ровная. Бортик присутствует, все. Прокладка тут не нуждается в замене вообще. Она нормальная. Вот. В общем, вот такие вот результаты. Вот так вот все замочил. Все стоит, отмокает. Посмотрим, сколько грязи в этом тазике будет после всей этой очистки. Вот. Рекомендую, классный карбик. Жалко, что он уходит, конечно, с рынка, но есть другие. SL-очка неплохо моет. Наша. Тоже вроде бы. Или российская, или на китайских, она каких-то основаниях. В принципе, нормально. Аксиом уже похуже моет. В принципе, когда на безрибье, можно и вот этот использовать. Он не такой дорогой, нормальный карбик. В принципе, моет. Но жду SL-ку, когда придет. 2 коробки должно прийти. Вот тогда и будем мыть нормально. Так, ну а так, в принципе, сейчас все азелитом отмочится. Потом завожу керхер и все четко отмываю. И ставлю все назад. Вот так вот все это будет делаться. Вот, промыл все. Здесь тоже все керхером. Вот Андрюха снабдил меня маслами. Теперь у нас есть вся линейка масел моторных. Можете приезжать к нам на замену масел. Вот. Цены нормальные, в принципе. Honda. Приезжайте на хондовские двигателя, есть масло SP 020. Автобакс есть. SP моторное масло для Toyota есть. Кто хочет подешевле, там и TCL есть. В принципе, есть антифризы. Это привез ты мне карбики, да? Да, это карбики, ага. Карбики. Все, ништяк. Короче, круто. Снабдили меня теперь всем. Единственное, что мне нужна, Андрюха, трансмиссионка. Трансмиссионка нужна. То есть конкретно Honda. Ну, если посмотреть, Honda красивенько получается. Да, четко получается. Хоп. Ясно. Так, если упаковки посмотреть, Ага. тут должна быть аккуратность. Но это же японцы делали, Да, правильно же? да. Они же все правильно любят. Соответственно, вот эти вот точечки сварные, которые, приваривают обычно на неоригиналах, их кернят. Потом только точечной сваркой проходит. Тут все аккуратненько, все сделано. Все сварено, да? Здесь вот тоже все аккуратненько, чтобы вот эти вот все вещи открывать. Вот эти коды на неоригиналах, они очень сильно легко стираются. Тут их трешь, они не стираются. Ну, они, Никаким видать, образом. какой-то лазерный. Да, специально делают, а там они просто чернилами Ну, капают. еще я слышал, что шов какой-то на банке. Да, Вот на этот банке, типа. да, шов, он не должен быть ни ржавый, ничего, он как будто бы прокрашенный должен быть, аккуратненький шовик. Ну, да, Да, такой и есть. по дну у него, вот видишь, должны обязательно видны следы от конвейера. Видишь, тут черненькие полосочки. Они обязательно... Камера не передаст, но они Да, есть. но они обязательно должны быть. Да, потому что на неоригиналах они обычно отсутствуют, потому что там, грубо говоря, кустарное производство идет. Все, понял. Это что касается упаковок. Ну а по маслам самим там... Автобакс тоже Япония, получается, Автобакс, поставляет. да, это тоже Япония. А вообще Автобакс это, грубо говоря, как магазин в Японии находится по разливным маслам. Но Ну и, соответственно, я слышал, что фирма, она американская у них. Да, да, но они там существуют, получается, именно как вот большие такие автомолы. Там вот они на разлив их продают, для внешнего рынка они вот по канистрам разливают. Ну, вот по TCL это Таникава Chemical Laboratory, хорошие масла они делают. Они вообще хорошую автохимию делают. И в Да, принципе да. TCL-ку пока, по-моему, мало подделывают. Почему? Потому что оно и так конкурентное по деньгам, оно очень дешевое. Она очень дешевая идет. Ну, как очень дешевая? Она в пределах разумного, цена у нее. За Ну вот такое ребята качественное масло, некоторые говорят у нас в группе: да я лью Лукойл. Лукойл гибрида. Оно стоит, я смотрел этот Лукойл, оно стоит дороже ТСЛ. Да, да, Дороже. да, особенно Genesis вот этот вот. Да, Genesis. Оно Да. очень дорогое масло, я считаю. И зачем лить его тогда? На То есть- самом деле, вот про Лукойл пару слов хотелось бы сказать. Лукойл, Ага. в принципе, всем привет подписчикам и клиентам гибрид-центра. Да. Передаю огромный привет. Вообще про Лукойл, если сказать, то масло, в принципе, да, оно как бы как неплохое, но
Оно очень дорогое, на него почему-то очень много ставок делают люди. Там вот у нас был разговор когда-то вот в группе, Мгм. то, что Лукойл Генезис лить только в наш отечественный автопром, это практически правда, потому что у нее основа, она, ну, минералка, стандартная минералка, Мгм. туда присадок капнули, тем более китайских не сильно хорошего качества, соответственно, масло оно хорошее на первые 2,5-3 тысячи километров, там уже замена нужна будет. И Ну это да. плюс у него еще очень большая сульфатная зольность, но это я как человек, который с маслами уже насколько с молодости работает, так сказать, ну, сам тоже сейчас молодой, но уже достаточно продолжительное время. Мгм. Там используется, ой, не используется, там очень большая сульфатная зольность, соответственно, мотор будет засираться, если вовремя масло не менять. Мгм. Если Лукойл заливаете, раз в 2,5-3 тысячи обязательно меняйте, пожалуйста, иначе такие люди, как Евгений, будут мучиться с двигателями. Ну да, Да, точно. обслуживать их это тоже очень сложно. Сервисменам Раскоксовка тоже надо. понадобится, Да, дорогостоящая. раскоксовка это, грубо говоря, в любом случае лучше потратить, чуть-чуть переплатить за оригинальные масла, либо за те же деньги, что и Лукойл Genesis, купить масла типа Автобакса, либо TCL, Мгм. потому что они в любом случае будут, я вот люблю говорить, они будут дешевле, чем двигатель. Да. Поэтому лучше заливать хорошее масло и ни о чем не Ну, в думать. любом случае, мне кажется, эти масла качественнее все равно. Да, конечно, они намного качественнее. Тем более, вот, допустим, Honda 0,20 это большая редкость еще. В принципе, масло очень хорошее, прямо, Мгм. ну, она по всем параметрам. Ну, в Хонду я тоже всем говорю, что лейте только Honda. То есть Да, да, и в это двигателе, и в коробку, и все, чего бы ни касалось. Honda очень, она придирчива к маслам. Да. Двигатель- Поэтому, у них- если есть возможность, да, Honda У них очень как бы эти вкладыши тонкие и все такое, там очень оно как бы да, требует да, хороших масел. да. В общем, такие вот масла. Так что обращайтесь в Гибрид-центр. Да. Самая лучшая замена, самая лучшая. Ну, никто, как они, лучше не обслужит ваш гибридный автомобиль. Так что обращайтесь. Постараемся, конечно. Да, Никого еще не подводили вроде. И Конечно. вот стоит у нас Prius 30 сегодня на ремонте. Сейчас я ему залил твоей, кстати, тоже автохимии. Очень классная автохимия, мне понравился вот этот карбик. Он стоит дорого, он стоит почти 700 рублей. Но это Джизокс отъедает тут он четко все. То есть вот я клапанишки им мою, вот эти вот все. Вот у меня заслонка сейчас вот только что отошла, она вся идеально чистая уже. Но она и была, в принципе, не сильно чистая, но он вообще, он жестко засранные заслонки отъедает. Да. Джизокс. Вот Аксион, по нему есть вопросы. То есть он очень, у него струя, видишь какая? Он очень плохо моет. Не знаю почему, видать надо баллоны эти больше туда. Да, ну с ними в любом Давление случае разбираться делать. будем с Аксиомом, но Аксиом, конечно, очень жалко, потому что это, так скажем, фирма-то проверенная годами. Не, ну я тебе Ну, скажу, потому что моющее средство у него и присутствует. Оно лучше, чем другие какие-то дешевые карбики есть, да? Да. В принципе, оно такое, середнячок. Оно чуть хуже SL-ки. По цене оно получается как XL-ка почти, даже чуть, по-моему, подороже, да? Да, чуть подороже идет. Ну, а конкуренты к ним уже какие-нибудь крутые, типа желтый вот этот, Да, как и он называется? One, вот эти вот, да, да, вот они они, очень да. дорогие. Да. Там почти 600 рублей стоит один баллон. Я считаю, что вот этот Axiom, он имеет место быть, если вообще ничего не найдешь. Да. Вот, как бы так. Если, допустим, SL-ки нету, Аксиома можно будет. Да. попробовать. Ну, а это вот могучая зенит. Все отъедает, ему пофигу. Такие вот дела. Такой вот сегодня у нас контент. Андрюха, это у нас представитель Равинова. Так вот. Равинола и магазина Сервис Лайн вот недавно открыли партнерский Да. магазин. Тоже там же можете найти оригинальные масла японские. Очень долго подбором занимались. Мгм. Действительно нашли оригинальные масла. Так скажем, мы люди ответственные, не первый год на рынке. Ну да. Поэтому можете смело Не, обращаться. ребята молодцы вообще. Вот я у них даже такие вещи покупаю, что вот типа трещотки, это GTC-шные. Классная трещотка, вот откручивание вот этого бокового, допустим, болта я ей делаю. Ну, много чего интересного на самом деле как бы есть. И съемники GTC-шные взял хорошие, тоже качественные. Но мы пользуемся только хорошим Хорошими инструментом, да. Только И это правильно, эталон. это инструменты типа вот GTC, Ambra там и так далее, они все же на всю жизнь. Конечно. Вот я купил, у меня этот набор 10 лет уже. Он как Да. новый. Он мне все откручивает. Вот такие вот дела. Ну ладно, всем пока. Смотрим дальше ремонт этого автомобиля. Я буду показывать его тоже. Батареечка еще на подходе. Так вот идеально у нас чистый клапан. Сейчас ВДшечкой еще смажу его немножко, чтобы ходил лучше.
Ну, все собираю, в принципе. Вот так вот. Все, можно ставить. Холодильник тоже идеально чистый. Вот ЕГР собранный. Все чистенько. Заслоночка идеально чистая. Ставлю сейчас все вот это вот. Ну, в принципе, можно пробовать заводиться. Подсобрал я автомобиль. Вот так вот. Осталось закрыть крышечку. В принципе. Вот так вот. Собрал. Делаем запуск первый. Опа. Ага, ключик не видит. Так. Ключик не видит. Тут он завел в сервисном режиме. Сейчас пусть все работает вот так вот. Пусть калибруется заслоночка. А мы пока проверим, никакие ли жидкости не бегут, все нормально, закреплено, нет, все хорошо. Никаких жидкостей, все закручено. Работает ровненько. Ну, сейчас она прогреется до рабочей температуры, откалибруется заслонка и приступим к ремонту батареи. Вот так вот. Буду сейчас снимать батареечку, смотреть, что с ней. Тестировать на стенде. О, пошла калибровочка. Обороты ушли. Это хорошо. Пусть поработает. Ставил батареечку. Кулер грязный, очень пыльный. Так, сейчас будем вскрывать, смотреть, что здесь происходит. Такая вот картина, о чем я и говорил. То есть вот зеленые контакты, ржавые, окисленные. Совсем зелень пошла. Так вот выглядит все это дело. Вот, с этой стороны пожестче немножко. Вот это все на сопротивление и решает. Также вот грязи много присутствует. Ну и сейчас буду подключать анализатор, будем просаживать, смотреть, где какие слабые элементы имеются. Вот такие вот дела. Пришли у меня комплекты свечей. Здесь пока 4 комплекта. Кому надо на замену свечек, приезжайте. Это конкретно привусы, Nokia на 2Z, на 2ZR, FXE двигатель, вот это все. Вот они свечки, новые совсем, Densa SK20 HR11. Кому надо, приезжайте, будем делать замену. Iridium. Включил я батареечку всю. Полностью будем пробивать ее этим стендом пока что. То есть как на машине. Даем забег на 500 и смотрим, какая у нас будет разница по элементам. Какие элементы будут слабые, какие будут сильные. Сейчас я сразу флешечку поставлю. На готово. Пусть будет. Вот. То есть мы сейчас будем выявлять слабые элементы в нашей грядке, так сказать. Сейчас мы ее будем просаживать. Пошла нагрузочка у нас. Батарейка идеально ровно, 0,9 пока. Ну, пока что. Смотрел на привусе, у нее, ну, когда она стояла на машине, я ее сканером пробивал. Разбег был 30. Когда он подойдет к 14 вольтам. И было замечено, что серединочка была просажена у него. То есть, в принципе, ее сейчас калибрануть маленько, середку маленько раскидать, края в середину наоборот поставить, и она будет вообще, она будет бегать еще и бегать. Сейчас я ее прям по парам. Ну и посмотрим емкость этой батарейки. Сейчас буду подключать вторым этапом вот этот свой емкостимер. Мы возьмем середину, возьмем вот этот край и вот этот край.
и мы посмотрим, где какие элементы у нее, сколько процентность. Если у нее емкость очень большая, то мы будем, ну, просто растасуем ее и все. А если у нее емкости в середине нет, будем добавлять какую-то емкость. Ну, то есть посмотрим. Но я думаю, что батарейка эта, она вполне себе живая. Вот. Она сейчас, по-моему, вообще не разбиралась никогда, в принципе. У нее только, может быть, контакты только когда-то обслуживали и все. А так замены элементов у нее не было, не было никогда. Ну, разбег пока 10, слил уже 408, батарейку пока не сдается. Значит, еще сольем миллиампер. Давай, еще просаживаем. Вторая пятихатка сливается. Смотрим. Ну вот здесь на анализаторе, в принципе, она вообще ровная. То есть тут, если сканер показал разбег 30, то здесь она пока что ровная. Ну, к 14 вольтам будет понятней. Вот графики рисует. То есть она ровно заряжается, ровно разряжается, все элементы по-разному. То здесь она разрядилась, какой-то элемент, то в другом месте. Какая как бы сильнее, та и как бы быстрее начинает брать на себя. Вот. Третий раз уже поставил на слив. Это уже следующая 500. Уже третья 500 сливается. Батарейка все борется, не сдается. Вот. Четко вообще. Все. 5-я пара, 13,99 уже до 14 я ее просадил. А она как стояла, так и стоит. И графики все ровные. То есть батарейка ровная, разбег у нее 0,11, это идеально. В принципе все. Батарейка четкая вся. Но мы сейчас не можем сказать по этому тесту, сколько в ней процентов. Сколько в ней процентов емкости. Она очень богатая, явно. У нее хорошая емкость. Но мы сейчас что сделаем? Нам все равно ее разбирать, чтобы почистить контакты. Подключая вот этот емкостимер. Берем вот эту элемент крайний. Берем серединный элемент. Берем вот этот элемент. Подключаем, смотрим. Проверяем емкость. Вот и все. И я скажу сейчас, сколько примерно она по емкости. Ну не примерно, а точно скажу, сколько она по емкости. Вот, так вот эти приборы все мои работают. Батарейка в очень хорошем состоянии. Ее надо просто обслужить и поставить на приус. Все будет четко. Ставил, все подключил к емкостимерам. Получается, будем снимать показания с вот этой батареечки, с вот этой батареечки, с вот этой, и вот с этой, и вот с этой. То есть у нас сейчас 5 приборов подключено. То есть мы снимаем края, серединку мониторим. Будем смотреть, что у нас вообще происходит по емкостям. Это у нас поэлементная проверка называется. Вот. Она в Якутске есть не у каждого. Ну кто-то аймаксами проверяет, кто как, короче. Ну пока у меня прибор нормальный. Все четко показывает. Поэтому сейчас мы будем эту батарейку мониторить. Поехали, запускаем наши приборчики. Старт, старт, старт. Старт, старт. Все, 5 приборов пошли в работу. Вот эта вся грядка. Сейчас пройдет примерно 1,5 часа. За 1,5 часа она у меня покажет емкостя. Будем сверять ее с программкой. Сколько емкости у нее будет. Ну и в принципе все. За это время у меня пока что отмачиваются контакты. Вот они. Пусть лежат. А я пока что подготовлю кулер, продую его от пыли. Вот. От пыли. Ну пыли очень много. Вот. Сейчас мы ее продуем. В конце уже будем продувать и пылесосить салон. Вот так. Чтобы грязи не было никакой в салоне абсолютно. Идеально ровные контакты. Чистые буду ставить. Вот они уже чистенькие. Синие полежали, отмочились. Немножко их потер еще тряпочкой. Вообще тема.
Только что прошла проверочка батареи по процентности. Короче, вот этот элемент у нас 78%, этот 77%, этот 82%. То есть он уже в серединке, уже мощно стоит. Здесь 72%, здесь 77%. Сейчас что буду делать? Буду делать тасовочку. В общем, вот старые показания получается. Первая пара у нас 14,23. Она у нас уходит в серединку. С седьмой пары я начинаю их ставить. 0,8 у меня уходит сюда, в край. Меняю их местами. Дальше идет 11. Так, дальше идет у нас 23 с 11 меняем местами. И дальше идет у нас 25, 9 пара, меняю местами с третьей парой. Ну и в принципе все. Эти уходят у нас в края, датчики ставим с третьей пары. Ну и будет у нас, короче, серединка мощная, все остальное будет слабенькое. Короче, сейчас будем балансировать батарейку. Серединку будем делать мощную, края будем делать слабые. Таким образом, поездив год, батарейка сама по себе просядет от температурного режима, и таким образом у нас она вся выровняется. То бишь год она ходит, выравнивается, а потом еще ходит год, серединка просаживается. То есть по сути ресурс батарейки очень большой. У нее 78, ну то есть 70% плюс, почти 80-я она. Таким образом, ресурс у этой батарейки очень богатый. Лет 5-6 она будет спокойно ходить, если не больше. Если еще ездить, надо постоянное ТО, переброской. Через 2 года заниматься переброской элементов. Она будет ходить по 10 лет почти что. То есть это очень хорошая батарея. Вот такие вот дела. Ну все, в принципе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я буду делать этого приуса. Думаю, сегодня до вечера я справлюсь. Сейчас буду все дело разбирать и ставить их уже по порядку. Ну, как надо. Тасовал я батарейку. Тут у меня слабые элементы. Вот здесь 0,1 вообще. Здесь 0,8 начинается. 11 пошла. 18, 25, 23, 23, 21, 18, 13, 0,8 и 0,1. Короче, вот такая вот у меня получилась грядка. Середина слабая, края. То есть середина сильная, края слабые. Вот так вот. Сейчас будем подключать тестовый прибор и смотреть, проверять. Ну что, смотрим. Разбег 0,14 пока. Посаживаем до 14 вольтов. Батареечка у нас отдохнула, набралась силы. Мы сейчас ее просаживаем. Она, по-моему, еще круче выровнялась. Перетасовка жесткая была. Главное, чтобы никакой элемент не вывалился в конце графика, чтобы вот так не пошел, и все будет нормально. Ну вот у нас уже края слабенькие видно. Минимальные пары, они более там крутятся. Максимальная серединка, вот, она всегда в максимуме почти что. А края немножечко там просаживается. Вот уже вот 13 элемент уже потихоньку чик. Сейчас выйдет. Оп. Держится. Давайте еще побольше просадим. До 13 с копейкой просадим. Оп. 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 Все, больше не будем. 98. И вот она пошла. Нормально, короче. График не упал. Все хорошо. Все работает. 0,17 разница у него получилась.
Серединка сильная, края слабые. Вот так. Перед установкой в машину мы его сейчас все это дело заправляем, чтобы машине было не так трудно. Ее чуть-чуть подзаряжаем, короче. И все. Сейчас будем устанавливать все это дело. Циферки я сотру. И все. И батарейка будет вот такая, четкая. Так что, ребята, приезжайте к нам. У нас полный комплекс приборов. Вот, у нас есть все. Проверить емкость. Протестировать ее, батарейку сразу. Выдаем результаты полностью. С распечатками. До, после. Все это есть у нас. Также у нас есть масла. Сразу комплекс можно спокойно все это сделать. Поменять масла. Свечки поменять, промывку форсунок сделать. Вот, кстати, хорошая промывочная топливная система, штука. Можно будет ее применить тоже. Короче, у нас по машинам более-менее все есть. Мы умеем Хонды делать, роботы калибровать, замена масел. Все делается вот здесь в одном месте. Но единственное, что я не могу как бы по времени слишком, да. У меня на одну машину, на вот эту, уходит почти что 1 день. Целиком. С утра начинаю и до вечера дополню. Потому что делаю, стараюсь сделать все качественно, хорошо. Каждый нюанс, даже болтик, каждый смазываю, то есть где-то что-то. И контакты чищу, то есть очень хорошо. Не просто там в химии отмочил, а еще потом тряпочкой потереть нормально. Как бы каждый контактик, это того дорого стоит, это все время. Все, закончил я вот такую вот машинку Prius. Сейчас снимаю показания, калибруется у меня заслоночка второй раз, потому что я клеммы сбрасывал, ВВБ сбрасывал, все. Сейчас откалибруется. Ну, в принципе, все. Сейчас приедет хозяин, буду ее отдавать. Батарейка у меня выровнялась. Края получились сильные. То есть края получились слабые, серединка сильная. Вот так вот. Ну и все, в принципе. Я ее сбалансировал. Смотрите наш канал. В общем-то, приезжайте на ремонты вот такие. Вот машина у меня сегодня с 8 утра. И сейчас уже почти что 10-11 часов, наверное. Я так думаю. Я ее только сделал. Но этот Prius я подготовил на много лет. То есть он будет работать. Единственное, что каждые 30 тысяч ГР надо будет чистить. Я человеку книжечку заведу, где будет все это указано. Ну и в принципе все. Шаути G, шаути.